Добрый день, уважаемые телезрители. Мы сегодня ведем наш репортаж из пикета милиции на станции Нерюнгри-Пассажирская. И мы ведем беседу с майором милиции Турчинским Евгением Владимировичем. Мы хотим задать вам несколько вопросов в связи с тем, что телезрители уже увидели, здесь находятся. Вот здесь находятся, значит, товарищи задержанные. Какие вы проблемы в последнее время испытываете? И увеличивается ли поток вот таких, скажем, въездов, вот таких гастролеров в нашу... Да, уважаемые товарищи телезрители, где уже писала, что и мотоциклы, и утюги, и вот была недавно публикация, опять же у нас на транспортной милиции был задержан гражданин, более 100 блоков сигарет, ну и тем более сегодня вы тоже видите, больше 380 пачек Беломора, очень много карандашей корейского производства, спортивные костюмы, которые привозят они сюда на продажу. Мы практически каждый день задерживаем граждан Корейской Демократической Республики. В последнее время наладили мы этот вопрос, что изъятые вещи сдаем в реализацию. Хоть как-то восполнить наш дефицит, что ли. Которые они же организуют. Они практически организуют, потому что эти граждане работают у нас в леспромхозах корейских этих. Вот. В основном они базируются около Тынды. И это у нас... Они покупают, везут себе, вот по тому случаю, что директор магазина продала более 100 блоков сигарет, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Какие будут приняты меры, это уже после суд, так сказать, расставит все точки над «и». А какой магазин, простите? Это магазин был в Чурмане. И вот, кстати, и сегодня то же самое зеркала гражданин купил тоже в Чурмане. Мы практически изымаем у них, и записи есть. Вот здесь, если мы можем посмотреть, есть записи. Наши граждане советские дают им адреса, заказывают какие-то вещи. И они, так сказать, уже привозят товар конкретно каждому, кто заказал. Гражданин перед этим, вот, на предыдущей смене мы тоже задержали одного. У него была карта, которая... вырвана из атласа автомобильных дорог, и где были нанесены точки, где находятся наши золотинские партии. Потом перепродаю. То есть, если так дальше пойдет, то мы должны будем работать на Народную Демократическую Республику Корея? Да, вы знаете, что выходит, что мы не только работаем по лесу, как они нас варварски уничтожают. Вы же и в «Комсомольской правде» была большая статья, как хищнически обращаться с нашей тайгой. Ну, естественно, общие государственные правительственные соглашения должны выполняться. Но не более того. Но не таким же способом. Вот каждый карандаш этот, который вы видите, идет по 3-5 рублей. Вот хорошо мы сегодня их, так сказать, накрыли. Задержали, я буду вот так выражаться, задержали. Они ехали, естественно, на базар. Идет вот эти спортивные костюмы, 150-200 рублей. Уже практически ношены. Ну, у нас такое положение, что дефицит все. И наш гражданин, естественно, готов купить все, что угодно, лишь бы себя прикрыть. У нас в Беркаките по 6 пачек, так сказать, рабочим и служащим. Чем дальше от центра, тем меньше доза. Да, доза уменьшается, а вы видите прекрасно, если у одного 380 с лишним пачек, перекачка наших товаров буквально в другую область, в другую страну. И это, вы понимаете, что это только одна мизерная часть того, чем это занимается, в частности, транспортная милиция. Я уже говорил, что мы уже все получаем с Запада. Понятно. Практически все идет по железной дороге. Здесь, транспорт вывозится уже в другие регионы республики, только автомобильным транспортом. Мы же получаем по железной дороге. Практически все идет разграбленное, разбитое. Да, вы понимаете, то есть тут главный доход все-таки идет от того, как идет охрана. То есть тут не надо получать прямого дохода, то, что вы задержали. Конечно. Мы же не говорим, что дайте нам что-то, так сказать, какую-то лепту хотим урвать. Наоборот, мы стараемся, как вагонов и контейнеров, которые не разгружаются, стоят. И какие существуют пути, какие существуют узкие места, потому что люди, я думаю, хотят знать, почему у них, значит, возникает дефицит, где его искать, куда уходит, где грабится, то есть имеется в виду, какие есть способы
Да, вы знаете, что очень противостоять этому всему. совершенно справедливо. Очень часто задается такой риторический вопрос, куда смотрит милиция. Но милиция смотрит туда, куда и надо. Но надо еще действовать. Ну, надо, Вы знаете, я это вижу, плохо. как шутка, у вас в углу здесь стоит деревянная дубинка. Я понимаю, что она никакого отношения не имеет к действию, но если, значит, не будет снабжаться милиция нормально, как во всех развитых странах, скоро выйдем выйдем на такие убьем, дубинки. как Мы говорят. покажем ее обязательно. Пожалуйста. Ну, всего доброго, спасибо вам. Спасибо.